Bismillahirrahmanirrahim. Rahmati ham marhamati bizlarga cheksiz darajada keng bo'lgan Alloh ismi bilan buyuk islom ta'limoti quchog'ida diniy milliy ijtimoiy topshiruvimizning bugungi chiqarilishini taqdim etamiz. Rabbimiz Allohning udkhulu fis-silmi kaffata iminlikka birlashib qo'shig'iz oyat jalilasiga tayanib hamda suyukli payg'ambarimiz Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamning bir bo'lib, tiri bo'lib, iri bo'lib, g'amalda ham fikrda bir bo'lib, g'amar kishiligiz hadis sharifina tayanib bugun sizning ixtiboringizga bizning aziz do'stlarimiz Ixlos Sharif majmuasining fotokorrespondenti ulug' do'stimiz Vyacheslav Aleksandr uli Strijevskiy janoblari hamda Ixlos maktabimizning ig'anachilarining birisi bo'lgan Viktor Grigoriy uli Petrov janoblari bugun bizning programmamizda. Bugungi angamamizda biz birligimiz Islomiyatning asıl taşları haqında fikir yuritishakmiz hamda bir-birimizga yordamchi kerak chog'ida bir-birimiz uchun jon atuvimiz haqida so'z bor. Bismillahirrahmanirrahim. Mehribon ham muhabbat egasi bo'lgan Allah ismi bilan boshlaymiz. Во имя Аллаха, всемилостивого, всемилосердного. Хвала Аллаху, Господу миров, и благословение всем Его пророкам и посланникам. Мы сегодня поговорим о кораническом призыве к единству. Одним из важных средств достижения единства и братства между народами это есть правильное понимание друг друга. Предвзятость в некоторых исторических спорах является препятствием. Есть такая старинная арабская пословица: люди враждуют с тем, чего не знают. Значит, познание друг друга является особо важным фактором. Да, ислам – это ведь развивающееся мировоззрение, и модернизация его главное качество и ведущая сила, и она способна ответить на все вызовы времени. Вячеслав Александрович, вот вы же долгие годы курируете, делаете патронаж нашей религиозной организации. Вы самый активный член нашего издательства, нашего издания Ихлас Шариф, журнал «Благословенный Ихлас». Вы знаете духовную жизнь нашей религиозной организации так и снутри, так и со стороны. Вот есть такое библейское выражение: «Покажи дела от веры твоей, я скажу о силе веры твоей». Мы вот в эти годы испытали, убедились о силе веры вашей. И искренне благодарим в канун нового по хиджре мусульманского Нового года 1438 года. Пусть Аллах нас вознаградит и в будущем сотрудничать и работать вместе с вами. Вы знаете, я ведь православный человек. Вы немножко можете завести людей в заблуждение. Но сотрудничать с вами мне помогает несколько моментов. Во-первых, ваша теплая мечеть, в которой приятно всегда заходить. Во-вторых, потому что моя жена мусульманка, хаджия. Она дважды ездила в Мекку. И я с большим уважением отношусь к тому, как она относится к религиозным своим убеждениям. Вот и мой коллега Петров
Виктор, он человек бизнеса, человек деловой, в отличие от меня. Но и у него, оказывается, жена мусульманка. Так что мы так все перемешалось все в жизни. Но создатель-то один. Совершенно верно. Создатель один, и поэтому мне совершенно не мешает мусульманское происхождение моей жены. Я думаю, и Виктору тоже. Но вот пока мы собирались здесь и ждали вас, мы выяснили с Виктором, что его семья, его предки, выходцы из этих наших башкирских мест, потому что его прадеды были активными участниками Пугачевского восстания. Потом их куда-то далеко в Сибирь сослали, да, Екатерина? Мы так предполагаем. Почему? Потому что мой папа является уроженцем станицы Старый Царухай, станица войск Забайкальского войска. А Забайкальское войско, как мы знаем, было решением Екатерины. Началось формирование, так сказать, после того, когда здесь прошла крестьянская война, 1772-74 год. И наказанием уральских казаков, которые здесь изменили присяги, так сказать, и занимались, будем говорить, спор шел, центр и провинция, да, дайте самоуправление, больше, так сказать, свободы. В этом суть была, так сказать, вот этих тогда трагических событий для нашей отчизны. И мои предки, получается, оказались вот на границе с Китаем, и 2 столетия там, собственно говоря, проживали, находились. И я фактически, приехав в Уфу, даже как бы не задумывался о том, что я возвращаюсь на историческую родину свою, родину своих предков. Я прослушав вас, настолько похожи наши судьбы людские. Ведь и Коран призывает нас всех к единству, к братству, не только от мусульман. Он призывает к единству всех, кто поклоняется Всевышнему, то есть единому Богу, и мусульман, и христиан, и иудеев. А вот наши и судьбы, вы знаете, настолько объединены. И переплетаются. Может быть, мы и сильны, потому что у нас смесь таких могучих кровей. И вообще мир, так сказать, он силен тем своим многообразием, многоцветием, много, так сказать, приниманием разных форм, различных, так сказать, течений и так далее. Если было бы все однообразно, было бы, наверное, неинтересно жить, так сказать, не было бы этих противоречий, которые возникают периодически, которые нам предстоит разрешать. И, конечно, мы, когда какие-то серьезные испытания и так далее, мы обращаемся всегда к нашим духовным, так сказать, лидерам, которые могли бы объяснить. Из всей земной музыки, говорят, ближе всего к небесам, это биение истинно любящего сердца. Вот ведь лишь в любви мы можем добиться единения с Богом. Сегодня ведь наши замыслы, и вот наша многолетняя работа, это же, это и абсолютное доказательство этого. Мы шли к этому. Вот любая религия, я как-то немножечко погрузился в эту тему, любая религия строится на любви. На любви к ближнему, на любви и сострадании к людям. Это очень важный элемент веры. Но параллельно с этим наша история ведь так менялась, что то верили, то не верили. Вот я сам как бы дитя такого агрессивного атеизма. Но когда я с вами познакомился, к отцу Варлааму, там в монастырь езжу, я понял, что все-таки что-то есть такое божественное на земле еще, что требует переосмысления того багажа знаний, которые мне в институте давали. А вот я хотел немножко повернуть нашу тему в связи с тем, что Виктор занимается бизнесом и уже много лет. Вот я его знаю лет 25-30, и все время он в деле. Но так как он занимается еще и выставочной деятельностью, наши пути иногда пересекались. Да. Но вот как трудно сейчас быть в бизнесе, особенно в малом. Вот я гляжу, кругом
висят объявления, сдается в аренду, сдается в аренду. Это что? Это значит, закрываетесь, ребята, закрывается. Все меняется в нашей жизни. Вот не всегда к лучшему. Все-таки вот я думаю, что малый бизнес – это та структура нашей жизни, которая определяет благополучие народа. Конечно, мы не можем, так сказать, быть вне, так сказать, тех событий, которые происходят вот в целом. Мы разделяем судьбу нашей страны вообще, да. Мы знаем, какое сегодня внешнее давление, так сказать, на Российскую Федерацию, как всячески пытаются, ну так назовем, да, внешние их, так сказать, недруги, да, России, сделать так, чтобы Россия стремительно не развивалась, чтобы она топталась на месте, чтобы динамичного, так сказать, вот, развития и в виде, так сказать, конкурента, ну, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, они стараются этого не допустить. Но, к сожалению, так сказать, многое, что делается у нас внутри страны, нашей экономической политики, как раз и является противоречивым и порождает те проблемы, в результате которых вы видите объявления, сдается в аренду, закрываются, растет безработица. Много людей сегодня, так сказать, испытывают вообще с материальным благополучием в стране. Что скрывать, это правительственная статистика, больше 20 миллионов человек проживает за чертой бедности. Конечно, выход из этого развития малого и среднего бизнеса. Поэтому сегодня организована новая партия, партия роста, так называемая, да. Ну, понятно, злые языки говорят, это очередной кремлевский проект. Ну и что в этом плохого, если это кремлевский проект, если так президент нашей страны видит, что есть необходимость, чтобы была трибуна, был рупор в Государственной Думе у тех, которые представляют самую многочисленную часть бизнес-сообщества. Это малое и среднее предпринимательство. Ну вот ваш Титов, который лидер роста, партии роста, очень симпатичный человек. И когда он говорит, что надо поддержать, потому что малый бизнес – это семейный бизнес, это индивидуальное предпринимательство, это предпринимательство, в котором там 5-6 человек даже, и уже это булочная и парикмахерская, без которой тоже жить нельзя. Хотя вот я знаю, что ваша фирма начинала и существует как инновационная, как фирма научная. Фактически мы являемся организаторами конгрессно-выставочной деятельности. Это наша задача создавать ту среду, самые лучшие технологии, самое лучшее оборудование, которое демонстрируется здесь, на площадке в городе Уфе, в столице Республики Башкортостан. К нам приезжает множество, так сказать, представителей из разных регионов, в том числе и из дальнего, ближнего зарубежья. И здесь происходит, так сказать, обмен информацией, обмен опытом, и, конечно, это способствует улучшению инвестиционного климата Республики Башкортостан в целом. И эта работа очень полезная, важная, и мы ей гордимся, что мы, так сказать, приносим тем самым пользу. Но мы же понимаем, что всегда смысл жизни – это экспансия, да, так определил академик Сахаров, поэтому большой бизнес, он старается, так сказать, захватить все больше и больше сфер влияния, так сказать, и малому бизнесу иногда тяжело противостоять этим большим группам социальным, которые сосредоточили в себе очень колоссальную экономическую и политическую власть. А отсюда, так сказать, да, вот как это противоречие мы должны разрешить, чтобы у нас не было социальных конфликтов, и в то же время, так сказать, мы развивались, сосуществовали бы благополучно и мирно. Виктор Григорьевич, вот бизнес. Наш пророк Мухаммед, благословит Аллах, он же был бизнесменом. Вот благодаря правильному бизнесу его начали называть надежным Мухаммедом, Мухаммад Амин, Мухаммад Талха. Вот праведность в бизнесе, он же вызывает симпатию и любовь всего народа. Безусловно, я же с вами согласен, потому что главный стержень, так сказать, вот любой созидательной работы, конечно, это, так сказать, совесть, да? А совесть порождает нравственность, честность, отношение порядочности, взаимовыручки, чувство локтя и так далее. На примере собственного опыта, бытность директором театра, у меня много было спонсоров. Вот тогда малый бизнес особенно помогал мне. Вот трудные времена, там зарплату нечем платить и так далее. И малый бизнес, большой бизнес редко откликался. Ну, тоже откликался, но малый откликался. Большой под давлением сверху только откликается. Вот, да.
когда папа скажет. Вот был случай, что я опубликовал наверное, фамилии 100, кто помогал театру в газете, с благодарственным посланием. А потом мне крупные руководители звонили и говорили: ну что ты нас подводишь, зачем ты о нас пишешь, не надо, мы тебе помогли. А малый бизнес, наоборот, гордился, что они помогают. Даже вот моя супруга помогала вот и классу немножко, и мы в монастырь ездим, в Свято-Георгиевский. Вот вы же тоже помогали. Вот мне известно, что вы Аксаковскому движению в Уфе помогаете. Я хочу сказать, ну, не хвастаясь, да, раз уж вы задаете вопросы, то я являюсь членом попечительского совета Аксаковского фонда, и с Михаилом Андреевичем Чвановым я сотрудничаю больше 20 лет. Есть у меня тоже почетные грамоты, благодарственные письма. Это не только мои, это моему коллективу. Это вот еще очень хорошая традиция, которая с советских времен, потому что очень важно отметить, просто общественное признание получить, оценку твоего, ну, скажем, труда, твоих каких-то хороших, благородных действий. И когда мы получаем там благодарственные письма от администрации города, от администрации президента, я всегда собираю свой коллектив небольшой, мы всегда это обсуждаем, мы все, в общем-то, радуемся. И для каждого человека в нашем коллективе это имеет колоссальное значение, потому что он приходит домой и говорит: сегодня нас наградили, потому что мы сделали такое-то хорошее дело. Что касается Аксаковского фонда, он очень удачным оказался. Конечно, благодаря тому, что там главный мотор является известный русский писатель, да, Михаил Андреевич Чванов. Ну, а я там маленькая шестеренка, которая все-таки где-то ему там крутится и помогает. Да. Он вырос в большой международный проект, потому что сегодня там участвуют представители Сербии, представители Болгарии, у нас там бывают гости из Ближнего Востока. Это писатели, журналисты, люди, так сказать, известные, достаточно влиятельные. Сегодня это охватило движение Оренбург, Оренбургскую область, Самару, Самарскую область. И вообще я думаю, что это будет замкнутый такой большой цикл туристического большого проекта. Вот в связи с тем мы подошли к такому вопросу, который я хочу задать и вам, Хазрат, и тебе, Витя. Вот как сделать нашу страну страной среднего класса, страной, где все семьи будут самодостаточны, страной, в которой каждый будет занят делом? Я думаю, что этот вопрос не такой простой, как казалось нам в 90-е годы или в конце 80-х. Помните, когда была Горбачевская перестройка, когда мы были вот на пике исторического оптимизма, да, казалось, что вот мы сейчас проведем собрание, протоколы составим, и все у нас будет закрутиться и пойдет как надо, да, но в то же время сделано очень много. Вот Николай Иванович Рыжков тогда был председателем правительства, он, на мой взгляд, достаточно как бы мало оценен в нашей истории. Вот его закон в 1986 году о разрешении индивидуальной предпринимательской деятельности, о разрешении действий кооперативов привел к колоссальному взрыву, так сказать, но во всех отраслях абсолютно. Инициативные люди начали заниматься вот конкретно своим делом, да. И оно не заключалось в том, что кто-то хотел обогатиться там или какие-то нажить капиталы. Просто люди получили возможность самовыражаться. И вот те 3% совокупного налога давали возможность развиваться быстро достаточно. Если бы мы тогда вектор экономической политики не поменяли, я думаю, что где был бы Китай, может быть, даже Соединенные Штаты. Я думаю, что эта среда породила бы ни одного Хьюлита, ни одного Паккарта. Я думаю, что Стив Джобс в России бы тоже появился. И вот сегодня наша задача осмыслить вот этот пройденный путь за 20-25 лет, да, где мы, так сказать, где мы этот вектор, так сказать, упустили, куда мы не на ту дорожку пошли, так сказать, да. Но это не нужно через революцию делать, это не нужно делать через протест, это нужно делать через убеждение, через, во-первых, нужно, так сказать, разобраться действительно, да, вот, что, так сказать, мы сделали не так, а потом наметить план. Для этого сегодня и создан во главе с Борисом Титовым Столыпинский клуб, который к себе притянул лучшие умы, и гуманитарные, и экономические, инженерные. И в декабре месяце они должны Владимиру Путину представить проект программы развития на ближайшие там, 20 лет Российской Федерации. А наше дело составлять программу в Республике Башкортостан. Мухаммед Хазрат,
Вот малый бизнес, вы-то сами как относитесь к этому делу? Вот я вам написал районы, где баллотируется наш коллега. Значит, вот я хотел бы попросить вас, чтобы ваши коллеги, друзья в этих районах призвали своих верующих отдать голоса не за Петрова, а за это новое течение, которое у нас сейчас... Я олицетворяю его все-таки. Ну, конечно. Но очень хотелось бы, чтобы призывали людей, потому что вот я был недавно в Благоварском, по-моему, районе. Благоварском, Буздякском. Буздякском. Вот там все держится на малом бизнесе. Так эти ребята там раскрутились, такие энергичные, умные, сильные. Но встала одна женщина, которая занимается социологией. Фонд поддержки. Да, и она говорит, вот в прошлом году мы 200 человек ФИР. зарегистрировали, а в этом году 200 человек ушли. Разорилось. Примерно сколько пришло, столько Сколько ушло. пришло, столько ушло. Но те, что остались, они и мечетям помогают, и церквям помогают, и школе помогают, и спорту помогают. Это же очень важно, потому что миллионы складываются из копеечек. И вот мне думается, что... И то, что он сам содержит свою семью, это уже Да, мне думается, что вот благое дело, что он заботится о ваши своих коллеги детях. могли бы тоже видеть помощников в росте в этой. Ислам – это образ жизни. Нет тех вопросов, которые бы не касался нашей веры ислам. Это и литература, это и история, это и политика, это и экономика. По той простой причине она и называется религией жизни. А наш быт, наш образ жизни не может обойти какие-либо вопросы. Конечно же, верующие являются самыми активными в этих процессах. И да, я знаю своих коллег в этих районах. Чешминский это особо, потому что связано с моей семьей, потому что у меня по линии супруги, так сказать, все предки оттуда. Перед нашими братьями и сестрами я молюсь, пусть мир и согласие воцарится на земле, ибо наша земля в этом мире есть житница вечного бытия. Но вот все-таки возвращаясь к нашей жизни, вот такой обычной человеческой жизни, вот меня, например, смущает, что малый бизнес так обкладывается налогами мощными, там 38, по-моему, процентов с каждого рубля, 38 копеек надо отдать. Правильно я говорю? Даже больше. Может быть, больше. И параллельно с этим, вот меня смущает такая неразумность нашей государственной политики, что вот, ну, Саша Радулов, замечательный был хоккеист, уехал. Вот он в день получал 1 миллион в рублях. Но 7 миллионов с хвостиком, там у него был гонорар годовой. Я не понимаю, почему профессор авиационного института, который делает оборону нашей страны, не может получать 1 миллион. Почему вот надо то, что зарабатывает малый бизнес и предприятия наши, отдаются такими щедрыми подачками в спорт, скажем, и не отдается в культуру, в производство и так далее. Меня вот это смущает, и я не могу это понять. Ну, я бы ответил так, что нам нужно в нашу жизнь, в нашу сферу, так сказать, вернуть вот такой институт, например, по жизненно важным вопросам, когда люди обсуждают это через референдум. Через референдум решаются вопросы выборов мэра, да, очень эффективно, тогда связь получается между главой и населением, да, иначе он никак не связан. Вот там узкая группа депутатов городского совета избирает, так сказать, да, и он фактически отчитывается только перед ним. Такие важные, так сказать, элементы, конечно, так сказать, вот, должно проходить через общественное обсуждение, через рентген, так скажем,
общественных взглядов и больших общественных дискуссий в печати, на телевидении, по радио. Это может быть где-то, так сказать, и, может быть, и в приходах, так сказать, какие-то вопросы. Ну, конечно, мы не будем обсуждать там зарплату наших хоккеистов, да, а мы вообще говорим о справедливости. Да. Почему, так сказать, учитель гимназии, да, вот скандал разразился, когда Дмитрий Анатольевич Медведев, он сказал, что вот призвание учителя и так далее. А суть-то вопроса заключался в чем? Что учитель спросил, почему труд учителя оценивается несколько ниже, чем труд полицейского. Потому что заработная плата начинающего полицейского, лейтенантика, так сказать, она от 50, а если ты командир батальона, там, ДПС, допустим, да, у тебя уже 240. Так вот, сравним, дореволюционная царская Россия, значит, 6 рублей получал примерно там участковый, да, ну, полицейский нижнего уровня. А учитель средней школы получал, гимназии, получал 60. Вот 1 к 10, да. Если отталкиваться от этого, то, значит, 50 тысяч берем, так сказать, размер полицейского, умножаем хотя бы на 10, тогда учитель гимназии должен, если сохранить ту тенденцию, получать 500 тысяч. Но нужно же в бюджете иметь такие деньги. Для того, чтобы иметь деньги, надо, чтобы миллионы людей были вовлечены в созидательный труд. Да. Поэтому нужно, так сказать, иметь... Ну а что же ваш малый бизнес разваливается? Надо, чтобы они зарабатывали и делились с государством. Поэтому мы и говорим, что если у нас не будет рупора в Государственной Думе, мы никогда не изменим ситуацию к лучшему. У нас так и будет, так сказать, половина зарплаты в конвертах, половина, так сказать, наяву, да. Так и так от налогов малый бизнес уходит, потому что заплатить все налоги он часто не в состоянии. Второе, у нас сосед восточный, который Китай, он превосходные условия, так сказать, для ведения бизнеса создает. И многие предприниматели, которые в производственной сфере, сегодня перекочевали уже туда. И оттуда потом возят продукцию. Нужно нам просто это понять, что нас иначе в дружеских объятиях Китай просто задавит. Что нам надо делать условия для нас не хуже, чем там. А это означает, мы несем социальную функцию. Моя точка зрения, малый бизнес вообще должен быть освобожден от любых налогов. Ну так, наверное, не бывает. Какие-то налоги должны быть. Ну, это ваша точка зрения, а я говорю, чтобы сделать нам исторический рывок, нужно вот, сделать такую среду, которая была бы более привлекательной, чем это в странах Евросоюза, чем это в Китае, чем это в Южной Корее или в Сингапуре. Тогда мы будем конкурентоспособны. Вот и все. Ну вот в связи с партией роста, в которую, как я понимаю, вы тоже вступили, на что рассчитывает партия на этих выборах? Я думаю, что все-таки это важный политический институт появился, да? Сложность в чем? Что предпринимательство в целом, то есть каждый предприниматель это индивидуалист, это яркая, как правило, личность, да, который не любит коллективизм, любит, так сказать, самовыразиться. Но, тем не менее, то есть мы должны начать осуществлять вот эту политическую культуру, где мы бы могли проводить какую-то единую согласованную линию, которая бы работала на процветание нашей страны, потому что малый бизнес, он не делает аэродромов, так сказать, запасных за рубежом, он не переводит сумму через офшорные зоны, он все вкладывает здесь, либо это в землю фермерство, да, либо это малое, так сказать, предприятие, которое сфера обслуживания находится, либо это научно-техническая сфера, где у нас тоже есть блестящие примеры, блестящие достижения. И, конечно, если мы не дадим развиваться таким фирмам в научно-технической сфере, как я могу привести пример, там, допустим, фирма Версаль, да, уникальные приборы делает оборудование, которое на большом расстоянии позволяют вам отслеживать, что у вас творится в доме, там, водоснабжение, тепло, безопасность, газоснабжение. Если что-то, какие-то отклонения, вам на сотовый телефон приходит сообщение, автоматы все за это, все это работает. Ваша фирма занимается, да? Нет, это одна из фирм, которая проходила через наши выставки, которые демонстрируют эти технологии, или фирма там Интегра, допустим, да, которая карту любого города, ну, понятно, что это время занимает, и когда мы можем в течение 1 минуты посмотреть, каково состояние коммуникаций, то есть силовые кабеля, канализация, водопроводы и так далее, какая еще запасная мощность, сколько может подключить, или уже там ничего нельзя, так сказать, дополнительно, нужно строить это новые подстанции, новые какие-то водонапорные башни, очистительные сооружения и так далее. Вот я в Лебяжьем живу, у меня 5 раз в год зимой в 30-градусный мороз отключается электричество. Электричество вышло, газовая колонка встала. Я
уже дважды менял батареи, все замерзает. И главное, обидно, вот Бекчентаев был такой писатель, мне как-то говорит, я его спрашиваю, как живете? Он говорит, как желудь. Вот упаду, не знаю, кому жаловаться. Мы же об этом и говорим, что таких фирм, как Версаль, должна быть не единичные экземпляры, а их должно быть сотни и тысячи. И тогда у вас с водой будет полный порядок и зимой, и летом. Ну, Виктор Григорьевич, с радостью и с волнением мусульмане готовятся встретить новый 1438 год по хиджре. Для нас, для нашей религиозной организации, которую вы всегда делаете патронаж и курацию, год был очень плодотворным, удачным. И молимся перед Всевышним, что Новый год принес нам духовное удовлетворение. замечательно. В канун Нового года вот нам всем предстоит проголосовать. Вот я вам обещаю, что 18-го, я вот вам обещаю, что я проголосую за вашу партию, потому что мне представляется, что партия Роста – это партия всех. Всех, кто занимается вот, семьей, благополучием, доброжелательностью, любовью к близкому. Если у меня будет, вот, если вас изберут, дай Бог, я надеюсь, что вы поможете нам выпустить пару номеров журнала «Ихлас». Очень хороший журнал, между прочим. Я горжусь, что я в нем участвую как билд-редактор. Я думаю, что тут не должно зависеть, изберут, не изберут, помочь в таком светлом, благородном деле, то есть это наша обязанность просто граждан. Пользуясь случаем, 12 сентября большой праздник мусульманский, всех мусульман нашей республики, а особенно те избиратели, которые находятся в моих округах, поздравляю с этим большим светлым праздником, желаю всем здоровья, конечно, семейного благополучия, чтобы дети улыбались, чтобы всегда, так сказать, был слышен их крик, радостный писк, чтобы все они, так сказать, росли здоровыми, умными и радовали своих родителей. Мне было любо слушать о вашем вкладе в духовную жизнь нашей республики. Вот недавно я услышал от одного православного священнослужителя, как-то он сказал, щедрый, неверующий гораздо близок к раю, чем скупой верующий. Золотые слова, наверное. Да, это крылатые выражения, прямо скажу. Но, а сегодня я бы вот хотел сказать, соберемся, поднимем руки в молитве, и наша сплоченность и единство день ото дня будет сильнее и сильнее, потому что мы делаем одно дело. Наши и цели, и задачи одни и те же. Мы живем в одной стране, наши радости и печали одни и те же. Вопросы, которые вот сегодня вы затрагиваете о судьбе нашей великой России, это настолько актуально. Я с волнением слушаю вас и благословляю. Газиз кардашлар, бүгін сіз Башқұртстан Республикасы һәм бөтен Россия Федерациясының атқазанған мәдәният хезмәткәре Шахид Құдайбердин исемендәге республика бүләге лауреаты, Ихлас Шариф мәҗмуғасының фотокорреспонденты, Алух достыбыз Вячеслав Александр улы Стрижевский гали җәнәпләре һәм дә Виктор Григорий улы Петров гали җәнәпләре белән очраштыгыз. Без аларга хезмәтләрендә уңыш, аларга көч, гайрат, куәт теләп, бүгенге программабызны тәмамлыйбыз.